Как не поддаться на высокие речи псевдопроповедников и не стать жертвами интернет-вербовки? Глобальная проблема всего мира под названием терроризм и борьба с ним собрала малгобекских школьников в одном зале. Хава Бакаева, как и многие ее одноклассники, считает самым опасным врагом нынешней молодежи социальные сети, поэтому старается меньше времени проводить в мировой паутине. Нельзя все подряд выкладывать в социальные сети, нельзя ставить лайки на все записи. И лучше проводить это все время в социальных сетях аккуратно. Не случайно такие встречи проводятся школьниками, поскольку именно в подростковом возрасте в этом отношении они самые уязвимые. Находя ответы на интересующие вопросы во всемирной паутине, можно наткнуться на видео и другие материалы, пропагандирующие определенную идеологию. Пользователи соцсетей должны быть внимательнее на просторах интернета, а также понимать, что и кому они пишут. Личным, то, что должно быть сугубо в душе, не ищите ответы в интернете. В каждой школе есть учитель основ религии. Подойдите, спросите. Никто вас никогда не прогонит, никто вас никогда не скажет, это глупый вопрос. Нет, каждый вопрос должен быть услышан, и на каждый вопрос вы должны получить свой ответ. Самый действенный способ обезопасить себя, по мнению организаторов, это увлечение учебой и спортом, проводить все свое свободное время с пользой. Хорошая учеба, правильное воспитание и нерушимые моральные ценности помогут не только вырасти достойным представителем своего народа, а также оградить от многих проблем. Учащимся также рассказывали, как важно отдать долг Родине, наставляют не нарушать дисциплину на службе. Полезный урок для будущих защитников Родины. Хотя вопросы, поднимаемые на встрече, далеко не детские, очень важно, чтобы подрастающее поколение понимало, насколько они серьезны. Впрочем, школьники уверены, что подобные профилактические беседы, несомненно, пригодятся им в жизни. Рассказывали про патриотизм, как нужно себя вести в армии. Так как я хочу поступать в военный вуз, для меня оказались очень важными эти советы. Такие профилактические беседы сегодняшние гости намерены провести во всех школах района. Организаторы надеются, что встречаться будут не из-за необходимости, а по